Красивые, талантливые студентки и находчивые творческие парни выясняли сегодня отношения. В городе прошел отборочный тур красоты и интеллекта «Мисс ВУЗ» среди студенток, а спортивные, творческие и образованные парни встретились в финале проекта «Татар ЕГТ». На двух мероприятиях побывала Алина Сидорова. За 1,5 часа до отборочного тура конкурса «Мисс ВУЗ» девушки собрались, чтобы подготовиться к выступлению. Студентка 4-го курса Института управления экономики и права Ксения Григорьева участвует в конкурсе впервые. Но, несмотря на это, в победе она уверена. Руководство института попросило ее выступить и поддержать честь вуза. Я посмотрела на девочек, конечно. Все бесподобные красотки. И я задаю себе вопрос, зачем я сюда пришла. Знаете, что я себе отвечу? Я пришла побеждать. Формат мероприятия в этом году поменялся. Теперь это не просто конкурс красоты, утверждают организаторы. Будут выбирать именно достойных студенток, которые хорошо учатся и активно участвуют в жизни вуза. Достойна вот именно титула «Мисс ВУЗ». Не «Мисс красоты», а именно «Мисс ВУЗ», которая очень активны и увлекаются там разными вещами. Вот, активистки, реальные активистки. В это же время 3 челницы и 1 нижнекамец в молодежном центре «Шатлык» боролись за звание «Татар ЕГТ». Сегодня прошел финал конкурса. Парни подготовили визитку-презентацию, продемонстрировали творческий номер, а в интеллектуальном туре ответили на вопросы о национальных праздниках по истории и архитектуре города и истории завода КАМАЗ. Мы сегодня увидели, что наши ребята, парни, разговаривают на родном языке, свободно общаются на татарском. Но мне бы хотелось, чтобы больше молодежи тянулось не только к этому конкурсу, но и к нашей культуре татарской, к нашим песням, к нашим танцам. Победитель конкурса «Татар ЕГТ» уже известен. Им стал Эдуард Никитин. А вот финал «Мисс ВУЗ» пройдет 24 апреля. Алина Сидорова, Андрей Рачеев для программы «Новости».